Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. День Героев Отечества. Вы внесли вклад высшей пробы в укрепление безопасности нашей страны. Страна отметит подвиги защитников Родины. Золотая лига. Грозный готовится к чемпионату Европы по дзюдо. Достопримечательности, история и культура. Впечатление туристов о чеченской столице. Рамзан Кадыров стал одним из лидеров рейтинга влияния глав субъектов России в ноябре 2016 года. Он проводится методом закрытого анкетирования. На этот раз в рейтинге приняли участие 24 эксперта. Среди них журналисты, медиаэксперты, политологи и политтехнологи. В первую очередь эксперты оценивают влияние каждого кандидата, представленного в анкетах, а затем определяется средний балл. Итоговый рейтинг представляет собой объективную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Депутаты чеченского парламента рассмотрели несколько социально значимых законов, призванных повысить благосостояние граждан. В частности, удалось увеличить бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, что делает возможным финансирование целого спектра важных направлений в региональном здравоохранении. Отдельные поправки были внесены в базовые республиканские законы, регулирующие такие сферы, как проведение выборов и избирательные права граждан, государственная, гражданская и муниципальная служба и другие. Таким образом утверждено 5 законопроектов. В Муфтияте прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню рождения пророка Мухаммеда. Это благословит его Аллах и приветствует. Салах Межиев отметил, что этот день является особо значимым для всех мусульман мира. В ходе заседания обсуждали мероприятия, которые пройдут в праздничные дни. Это религиозные конкурсы, чтение мавлидов и другие религиозные обряды в мечетях. С призывом проявить большее усердие в богослужении в это особенное время к жителям Чечни обратился и глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм. Торжества, посвященные празднику Мавлид ан-Наби, начнутся 11 декабря в воскресенье. В этот день верующие получат возможность увидеть реликвии лучшего из людей пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Выставка традиционно начнется в 4 утра в центральной мечети Грозного. А на протяжении ночи с субботы на воскресенье в сердце Чечни будут читать Коран, совершать обряды зикр и мавлид. Воскресенье az büyüsünde vayok kuruluşu delavuz öğrendiğin sağ işte Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın eser el gergeşne eser şeyt berkat yetişolşu dal molaha del giyetem sayış guçu oğlu müşevay mahkahiler del giyetem elhamdülillah ve paça berkat du masu Peygamber Aleyhissalatu eser evlay eser degastan şu guloş şu yaşqa yükş musumnağı yeteri berkat yetsoyç taqa samıx olşun darb gulş dala işbahan dolş taqa doğan jopluş ostaypana dal şey doqqa berkat harçinaqa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın asarih taq dal mola işte payd yusur bu koy. Уже скоро наступит знаменательная для всей страны дата – День Героев Отечества. 9 декабря будут чествовать обладателей высшей государственной награды. Следующий сюжет о единственном в России сотруднике ГАИ, который был удостоен звания Героя России посмертно. О жизни и деятельности Резвана Басханова расскажет Розана Цамаева. Эта фотография сделана накануне того рокового дня. Резвана Басханова не стало 10 мая 2002 года. Ему был 31 год. Молодой человек работал сотрудником ГАИ. Вечером на окраине села Комсомольское, где он нес службу, появились вооруженные люди. На требование сотрудников милиции предъявить документы они открыли огонь. Резван бросился на одного из бандитов, увидев, как тот выхватил осколочную гранату. Он заслонил взрывчатое устройство с собой, благодаря чему остались живы его товарищи. Но этот подвиг стоил Резвану жизни.
أقا إلي أسات سوغيش تغن أي شريحة ديلا ديتن سهم درشين سوغش يشوت شوم دقسا شاد ديال خان خلش تأمور ور إلي تو أقا بيشم أقا مدال ديال نسبة لها إشت داوغي ترقص. После этого Резвану Басханову было посмертно присвоено звание Героя России. Сегодня он единственный в стране сотрудник ГАИ, который удостоен этого звания. Службе на страже правопорядка Резван посвятил 8 лет. На работе он запомнился ответственным, серьезным и исполнительным товарищем. Родственники и друзья знали его добрым, благонравным, великодушным и щедрым человеком. Очень любил детей, много общался со стариками. أولي إشت خز ديشك ديك شيء كيرتا ديك جيمور ألس عشاء مصر هما بالبول شورق تيحا تيه بيردوش والوقت قوي يشابك هو يقول يرتر تسين ورقم دو أرحق ديزاه ديشك داق ديزاه قيدة ديزاه أو دي موردي سيجا جيمور شدينا ذكر ليل بور ثاني يقي غيرت شور سيز نشت يدين ديزا شور. У Резвана осталось 2 детей – Мата и Моусар. Оба сейчас учатся в вузах. Вечерами вместе с бабушкой любят просматривать фотографии отца и слушать истории из его жизни. Чеченская республика воспитала не один десяток героев. Своими ратными подвигами наши соотечественники славились во все времена. Только в Великой Отечественной храбрость и мужество показали тысячи наших земляков. За это были удостоены звания Героя СССР. Среди них Хампаша Нурадилов, Абухаджи Идрисов, Хаважи Магомед Мирзоев, Мовлид Висаитов, Магомед Узуев, Руслан Зайпулаев и Ирбайхан Бейбулатов. Последний в 1941-м был призван в Красную армию. В боях проявил незаурядную способность тактика. Батальон под его командованием отразил 19 контратак, уничтожил 7 танков и более 1000 фашистов. Звание Героя Советского Союза посмертно отважному комбату было присвоено в 1943-м, а недавно одна из столичных улиц была названа его именем. Ежегодно героев России чествуют и в здании Московского Кремля, где с отважными сынами Отечества встречается Владимир Путин. Президент страны отмечает их подвиги и благодарит за храбрость и стойкость, проявленную на ратном пути. Вы внесли вклад высшей пробы в укрепление безопасности нашей страны, проявили доблесть в мирное время. И еще раз доказали, насколько значима роль каждого человека в служении нашему Отечеству. Пока есть люди, готовые жертвовать своей жизнью ради мира на земле, не раздумывая броситься в объятия смерти, чтобы спасти товарища, будет жить и процветать человечество. Воины, в чьих сердцах отвага и честь, любовь и преданность своей родине, будут вечно жить в памяти поколений. Розана Цамаева, Адам Чекуев, Изелим Закаев. Новости. Особый разговор с руководителем Федеральной налоговой службы Моусаром Цамаевым. Завтра в эфире нашего канала пройдет передача нового проекта ЧГТРК «Грозный». Прямая трансляция начнется в 20:00. Вопросы, касающиеся работы чеченских налоговиков, зрители могут заранее отправить через приложение WhatsApp или на электронную почту. Задать свой вопрос можно и в прямом эфире. Контакты указаны на экране. Мы открыты для диалога и по любым вопросам, которые волнуют наших налогоплательщиков, по проблемным вопросам, вопросам, касающимся оказания консультативной помощи. Мы со своими специалистами выслушаем и оперативно ответим на вопросы и в рамках своих полномочий постараемся решить проблемы, которые будут подниматься на этой передаче. В Грозненском районе прошла акция «Мы против ДТП». Автоинспекторы, сотрудники муниципалитета и представители духовенства раздавали буклеты участникам дорожного движения, а также призывали их быть более внимательными на дорогах. Напомню, профилактические мероприятия по снижению аварийности проводятся круглосуточно по всей республике.
Тем временем сотрудники столичного УВД задержали более 20 человек, которые находились в нетрезвом состоянии. Позже с ними встретился кадзи Грозного Магомед Хитанаев. В своей речи богослов привел много примеров, когда употребление спиртных напитков становилось причиной смерти людей. В первую очередь в результате ДТП. Он отметил, что такое поведение недостойно настоящего мусульманина и чеченца. Сюда же были приглашены и родственники нарушителей. Они пообещали, что впредь не допустят подобного поведения своих родных и поблагодарили главу Чечни Рамзана Кадырова за борьбу с алкоголизмом и постоянную работу, направленную на снижение аварийности на дорогах. سيهرت واش على مهكن على هربنا وسكر شاور هر واحد اللقصون هند هر تنشينا ها شي دي نينا متاخر سلال نوشو سو سونتان هر هم تغلي سوال غلي ترورق. Напомню, по поручению главы Чеченской Республики подобные рейдовые мероприятия на территории региона совместно с различными службами проводятся ежедневно. Все это делается для того, чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий, которые зачастую влекут за собой смерть людей. Нарушители заявили желание принять участие в субботниках. فامر بو عليه الصلاة والسلام بول شينا إيمان خير دات سيجابو بولش زمان إيمان دوش خير باتوش وليش اتوش аж да раздяхакаш. Грозный в ожидании спортивного шоу в спортхолле «Колизей» состоится чемпионат Европы по дзюдо «Золотая лига». В нем примут участие чемпионы мира и призеры международных соревнований. Напомню, бои будут проходить с 15 по 17 декабря. А до этих пор чеченские дзюдоисты активно готовятся к предстоящему событию. Тренировку спортсменов посетил и наш корреспондент. К «Золотой лиге» воспитанники Эдельвейса готовятся не только в Грозном. Главный тренер Чеченской Республики по дзюдо Асланбек Шахгириев прилетел сегодня из Сочи. Там также проходят тренировки. Наставник высоко оценивает возможности своих воспитанников. В данный момент, по сути, я считаю, что готовы, планово идем к своей цели. Да, у нас очень сильные соперники в мировом рейтинге. Все соперники на порядок выше наших ребят стоят в мировом рейтинге, но в любом случае в командном это уже другой психологический подход. Наши ребята в командном турнире каждый раз доказывают, что они лучше. Мы надеемся, что ребята выступят достойно и ожидаем в любом случае призовые места. Ильяс Зайтаев – один из воспитанников клуба «Эдельвейс», мастер спорта по дзюдо, многократный призер и чемпион международных и всероссийских турниров. Он понимает, что спортивные достижения даются только через многолетний труд. Сейчас он готовится к «Золотой лиге». Он твердо намерен одержать победу. Тренировочный процесс, именно подойти, что он сахилгач, когда не слач, что тренировки ешь, Тренировки проходят ежедневно, по 2 раза. Адлан Искирханов признается, дзюдо – его образ жизни. За время становления его спортивной карьеры он прошел через множество турниров. В этот раз дух поднимает и то, что турнир пройдет на родине. Мощный команду, олимпийский чемпион, чемпионы мира, чемпионы Европы, дзюдоистчу. Оди кечам би надал мола. Туламбах кечам шбеш лютла дал мола. Так да лучше так голса дух. Логотипы, наброски и макеты, визуализация внутреннего и внешнего оформления – все это разрабатывалось Федерацией дзюдо России. По словам дизайнеров, соблюдая множество международных норм, потому что это олимпийский вид спорта. Подготовка брендбука уже на этапе завершения. После согласования с руководством и утверждения каждая деталь и составляющая будут визуализированы на площадке Колизея. Зарина Атаева, Муслим Типаев. Новости. Наравне с молодыми бойцами покоряют спортивные вершины и дзюдоисты-пенсионеры. Вахаб Асханов занял 1-е место на открытом всероссийском турнире по дзюдо, который проходил в Москве. И это несмотря на свой преклонный возраст. Мужчине 62 года. С ветераном спорта пообщался Алхазур Керимов.
Свою манишку, оставшуюся после марафона «От сердца к сердцу», он хранит до сих пор. Ведь в его возрасте пробежать дистанцию 16 километров – это все равно, что совершить невозможное. Но Ваха Гасханов не из тех, кто жалуется на слабое здоровье. Ему скоро будет 62, но со спортом расставаться не торопится. Маленькая комната в общежитии служит ему и домом, и спортзалом. Ваха часто выступает на различных соревнованиях. В этот раз ему посчастливилось стать первым на всероссийском турнире по дзюдо среди ветеранов «Эстафета поколений», который проходил в Москве. В спорте Ваха еще с юного возраста занимался различными видами борьбы, начиная с классической, заканчивая казахской, на поясах. Так как это сунна пророка, говорит он. Интересный факт. Между первой и последней медалью прошло ровно 40 лет. Вот этот медаль в ноябре 1976 года, 40 лет назад. Энгельс, Саратовской области, я коню. Уж по самбою горется, дзюдою, вольнею. Дзюдо вольнею, а сам был 3 места еще. В семье спортсмена-ветерана 6 детей. Младшая дочь – инвалид 2 группы. Он старается чаще проводить с ней свое свободное время. Работая в частном охранном предприятии, Ваха не теряет времени зря. Постоянно поддерживает свою физическую форму. Если позволят финансы, планирует участвовать в Кубке России среди ветеранов, который пройдет 11 декабря в Москве. Алхазур Керимов, Магомед Мударов, Демир Хавхаров. Новости. Грозный встретил очередную группу туристов. В минувшие выходные лично ознакомиться с достопримечательностями и культурой региона прибыли более 500 человек. Своими впечатлениями о чеченской столице они поделились с нашим корреспондентом. Храм Архангела Михаила стоит в ряду главных достопримечательностей Грозного. Он был построен в конце 19 века и даже в советское время не закрывался. Ежедневно православную святыню посещают десятки туристов со всего мира. Я в Грозном первый раз. Все очень понравилось. Конечно, в первую очередь хочется отметить гостеприимство. И также в первую очередь в глаза бросается чистота города. Все убрано, все ухожено, все красиво. Я очень поражен этим городом. Я в него буквально влюблен и готов сюда переехать. Я сам в Тюмени. Думаю, он самый лучший город Земли. Но теперь, наверное, сомневаюсь. Мне очень нравится этот город. Я просто в восторге, слов нет. Сердце Чечни действительно является сердцем республики. Особенно много верующих здесь собирается в пятницу. Во время Рузбанамаза мечеть заполнена до отказа. Это почти 10 тысяч человек. Все очень нравится и здесь, и оформление, и также мечеть, которая были сердцем матери. Очень красиво. Находимся под впечатлением. Не ожидали такого. А чтобы попасть сюда, на смотровую площадку одной из высоток комплекса Грозный Сити, необходимо преодолеть 30 этажей. Не пешком, конечно, хотя, по словам некоторых туристов, чтобы увидеть такую красоту, они готовы и на это. Отсюда весь город как на ладони. Я видела много фотографий интересных и хотела вживую побывать внутри фотографий. Вот теперь у нас есть фотографии на фоне города. И не только с интернета, а вживую. Город понравился, новый, красивый. Желаем вам мира и дальнейшего процветания. Очень красивые мечети, все так новое, красиво построено, обихожено. С начала этого года Чеченскую республику посетило почти 35 тысяч туристов со всего мира. Почти вдвое больше, чем в прошлом году. Привет Грозному из Гусь-Хрустального. Удачи городу Грозный, Астрахань. Приветствуем Грозный из Башкортостана. Приветствуем Грозный из Москвы. Привет из Грозного! Лариса Джабраилова, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.